Когда приедем домой, вот тут действительно мы поймем, что мы сделали, что мы увидели. Вот эта усталость, это вот понимание того, что ты прошел этот путь, огромный путь, соприкоснувшись со всеми проблемами, что ты решил, большой объем эмоций, что его просто невозможно будет освоить сразу. И ты победитель, ты реально победитель, ты пообщался с горами, ты привнес то, что ты мог принести сюда, это свое отношение, свою искренность этим горам. И горы, безусловно, тем же тебе отвечают. Утро начинается осознание того, что ты был в земном раю, и они тебя снова зовут, и ты снова к ним стремишься. И остаток следующих несколько дней ты думаешь только о том, чтобы вернуться туда, где тебя ждут. А ждут нас, безусловно, всегда горы. Потому что мы и есть горцы. Этим мы и живем. Сейчас мы находимся на стартовой площадке селения Рошничу. Стартовая площадка для нас, для нашей очередной покатушки или квадратура. Сегодня мы направляемся в самый, наверное, загадочный район Чеченской Республики. Загадочный почему? В прямом переносном смысле, потому что он сегодня на самом деле является один из необжитых районов Чеченской Республики. Своеобразно затерянным миром. Нашка – это, наверное, особое слово для многих чеченцев. Оно отзывается в генах, в душах, сердцах настоящих чеченцев, потому что она является колыбелью чеченского народа. Истоки основных больших тейпов Чеченской Республики произойдут именно из Нашка. И наша задача сегодня познакомиться ближе с зовом наших предков. Маршрут у нас, получается, введено до Рошничу. Рошничу, сейчас у нас стартовая площадка, мы разгружаемся дальше на своих квадроциклах, двигаемся в сторону Нашка. В общем, нас ждут действительно интересные, увлекательные приключения, я надеюсь.
У нас проблемы с квадриком. Не уследил, не смотрел. Мы же каждый вечер, у нас есть гараж, мы его называем офисом. Собираемся в офисе регулярно. Ремонтируем. Дело не в том, что они ломаются. Они не ломаются, но все равно после каждой покатушки надо там посмотреть, тут посмотреть. Timur şu tengado şu hiç kaçı. Хорошо, найба. Сакача инсе вüşte цахоч açtı falan. В данный момент мы проехали урочище Мушичу. Ну, сейчас произошла некая техническая, скажем, заминка, потому что один у нас отстал из-за поломки, еще неизвестно. Сейчас отправили спасательную команду, чтобы его, грубо говоря, доставить на место. Элементарное несоблюдение, скажем, правил приводит к тому, что группа грубо теряет человека, и мы теряем время, чтобы его найти. Но сейчас уже как бы его нашли, они уже едут сюда. Ну, дело в том, что вот в любой, это очень серьезная покатушка, потому что эти места очень отдалены от населенных пунктов. И в случае чего, чтобы, скажем, доехать сюда, помощь для нас, это, ну, будет проблематично, как минимум. Соответственно, тут нужна не только подготовка техническая по амуниции, но еще подготовка по дисциплине. Ну, как видите, дорога она сейчас закончилась. Дальше дороги нет еще 70-х годов. Еще 70-е годы здесь техника могла доехать вплоть до Галанчевского озера, а потом произошел обвал, и сами понимаете. Но мы надеемся, что мы когда-то увидим, что здесь будет наконец-то дорога, которая будет связывать с Большой Чечней, так и назовем ее. Тут из квадроциклиста уже приходится переквалифицироваться альпиниста. Для нас, квадроциклистов, важно все. Должна быть общая подготовка, общефизическая подготовка, само собой. И в нашем деле надо не только обуздать свой квадроцикл, но еще надо победить себя, обуздать свой характер. Потому что джигит всегда рвется направо-налево. Ему хочется штурмовать эти красоты.
данный момент мы находимся в Тиргинском ущелье. Тетки решились увидеть Тиргинский водопад, но, к сожалению, нам не повезло, потому что вот тот утес снесло, и без специального альпинистского снаряжения мы это просто физически не способны сделать. Но наши квадроциклисты показали, что они действительно хорошие потенциальные альпинисты. Конечная точка сегодняшнего дня — это у нас урочище Чармах. Там у нас будет ночевка у подножия горы Нашхулам. А сейчас предстоит нам дорога обратно наверх. Пока не стемнело, надо добраться до наших квадроконей. Вчерашний день закончился тем, что мы дошли до своей конечной точки. Это колыбель чеченского народа Нашха. И заночевали на высоте 2150 метров. Для нас это было очень важно, чтобы проснуться и увидеть весь Кавказский хребет, понять, где мы находимся. Потому что эти красоты действительно западают в душу. И сегодня двинемся домой. Надеюсь, что мы без особых осложнений выйдем на равнину, а далее по плану. Мы сделали очень, скажем так, большой круг. Не думали, что наша техника так и приедет без поломок. Но, алхамдулилlah, сегодня очень даже техника удивила, что очень все понравилось. Огромное спасибо Турпалу за эту покатушку, за организованность нас собрать и показать эти природы. Ну, в общем, что могу еще сказать? Было очень классно.